Прости меня, прости, не обвиняй. Я такая же, как прежде. Я говорила, что буду любить тебя. И люблю. Но если б я могла любить вас обоих, если ты был бы он. Я знаю, что тебе тяжело, но разве можно держать обиду, если любишь? А ты меня любишь. И я благодарна тебе за эту любовь. Я буду вечно помнить тот миг, когда ты открыл мне свое сердце и принял в дар убитое мое. Милый мой друг, я выхожу за него. Он вернулся влюбленный. Он никогда меня не забывал. Не сердись, что я о нем написала. Я хочу, чтобы мы пошли к нему вместе. И ты его полюбишь. Прости. Не забывай. И вечно люби твою Настю. Если бы ты был он, я вечно буду помнить тогда мне был знаком весь Петербург. Мне даже дома были знакомы. Бывало, идешь по улице, а он как будто забегает вперед тебя и... Здорово. Как здоровье? А мне в мае месяце добавят целый этаж. Или... Доброе утро. Меня завтра в ремонт. Или... Я вчера горел. Очень испугался. Среди них у меня были любимцы. Никогда не забуду историю, которая произошла в то самое лето с одним примиленьким каменным светло-розовым домиком. Как приветливо он смотрел на меня, когда я проходил мимо него по улице. Горделиво так улыбался. Вдруг однажды я прохожу, глянул на приятеля, а он... Меня красят в желтую краску. Злодеи, они ничего не пожалели, ни колонн, ни карнизов, и мой приятель стал желтым, как канарейка. Я чуть не умер от досады и уже не в силах был встретиться с моим изуродованным другом. Была чудная ночь, белая ночь. Была такая ночь, которая может быть разве только тогда, когда мы молоды. Небо было такое звездное, такое светлое небо, что, взглянув на него, нужно было спросить, как могут жить под таким небом всякие капризные и сердитые люди? Но это молодой вопрос. Очень молодой. Но пошли его Господь нам чаще на душу. С самого утра меня стала мучить какая-то
удивительная тоска. Мне вдруг показалось, что меня, одинокого, все покидают и все от меня отступают. Но всякий вправе спросить, кто же эти все, потому что вот уже 8 лет, как жил я в Петербурге, а ни одного знакомства, почти ни одного знакомства так и не умел завести. Но к чему мне были знакомства? Мне был знаком весь Петербург. Вот поэтому мне и показалось, что меня покидают, когда весь Петербург вдруг поднялся и уехал на дачу. И на улице мне было худо, и дома я был сам не свой. 2 дня добивался я, чего не достает мне в моем углу, отчего так неловко в нем находиться. С недоумением я осматривал стены, потолок, пересмотрел всю мебель, даже в каждый стул заглянул. Смотрел за окно, все зря, ничего не помогало. Только на утро догадался я. Да они же тебя удирают на дачу, потому что все, что ни было в Петербурге, переехала либо переезжала на дачу. Казалось, весь Петербург готов превратиться в пустыню, а мне незачем и некуда было ехать. Я готов был поехать с каждым, но никто, решительно никто, меня не пригласил, словно я им был абсолютно чужой. Мне стало страшно оставаться одному, и целых 3 дня я бродил по городу в какой-то глубокой тоске, решительно не понимая, что со мной делается. Я ходил много и долго, так что, наконец, по своему обыкновению уже успел забыть, где я, как вдруг оказался у заставы. В открытом поле. Точно я очутился в Италии. Бонжорно! Мамма мия, так сильно поразила природа меня, полубольного горожанина, чуть не задохнувшегося в городских стенах. Вмиг мне стало весело. Я шагнул за шлагбаум, я пошел между засеянных лугов, полей, не чувствовал усталости, только осознавал всем составом своим, что какое-то бремя спадает с моей души. Все прохожие смотрели на меня приветливо, все чему-то радовались, все до единого курили сигары. И я был так рад, как еще никогда со мной не случалось. Где мой зонт? Так, здесь его точно нет. Было ощущение, что что-то забуду. Забыл зонт! Есть что-то неизъяснимо трогательное в нашей петербургской природе, когда она с наступлением весны вдруг выкажет всю свою мощь, опушится, разрядится, упестрится цветами, когда напоминает она ту девушку, чахлую хворую, на которую вы смотрите с сожалением, иногда с каким-то любовным состраданием, иногда просто не замечаете ее, но которая в один миг вдруг сделается неизъяснимо чудо прекрасным. И вы смотрите на нее и спрашиваете, какая сила заставила блистать огнем эти грустные задумчивые глаза, что вызвало кровь в эти бледные щеки. Вы смотрите, оглядываетесь по сторонам, вы догадываетесь. Но миг проходит, и жаль вам, что так быстро завяла мгновенная красота. Жаль, что даже полюбить ее вам не было времени.
больше не посмеет к вам приставать. Вот видите, зачем же вы тогда меня отогнали? Ну, я вас не знала. А сейчас вы меня знаете? Немножко. От чего вы дрожите? Извините, я робот с девушками. Я в каком-то испуге, ну точно сон. А я даже во сне не гадал, что когда-нибудь я буду говорить хоть с какой-нибудь девушкой. Неужели? Да, я совсем отвык от девушек. Ну, то есть, я к ним и не привыкал никогда. Я ведь один. Честно, я даже не знаю, как говорить с ними. Вот и сейчас. Я не знаю, не сказал ли я вам какую-нибудь глупость. Нет. Вы знаете, девушкам нравится такая робость. И я вас не отгоню, пока дождь не прекратится. Вы так со мной говорите, что я скоро перестану робеть. Тогда что? Виноват, извините. Пожалуйста, извините. У меня с языка сорвалось. Ну как же вы хотите, чтобы вот в такую минуту не было желания... Нравится, что ли? Ну да. Понимаете, мне уже 23 года, а я никого никогда не видал. Ну как же я могу хорошо говорить, ловко и кстати? Я не умею молчать, когда сердце во мне говорит. Понимаете, мне только мечта каждый день, что ну вот наконец-то когда-нибудь я встречу кого-нибудь. Если бы вы знали, сколько раз я был влюблен таким образом. В кого? Да ни в кого. В идеал. Нет, ну правда, я, конечно, встречал 2-3 девушек. Ой, ну какие они девушки, это все такие хозяйки, что... Ой. Хотите, я вас насмешу? Я вам расскажу, что вот несколько раз я собирался заговорить, ну вот так просто, на улице, с какой-нибудь аристократкой. Ну, конечно, разумеется, когда она одна. Понимаете, я собирался сказать ей, что я погибаю один. Чтобы она не отгоняла меня, что ну просто нет средства узнать, ну хоть какую-нибудь девушку. Понимаете, я хотел внушить ей, что даже в обязанностях девушки не отвергнуть с такой робкой мольбы такого несчастного человека, как я. Вот. И что, наконец, понимаете, что все, чего я требую, состоит в том только, чтобы сказать мне 2 слова братских. Вот, чтобы она, ну, не отогнала меня с первого шага. Ну, пускай бы посмеялась надо мной, если угодно. Но только сказала мне эти 2 слова. А потом, ну, пусть хоть мы с ней никогда не встречаемся. Вот. Но вы улыбаетесь. Ну, хотя, впрочем, я для того и говорю. Я улыбаюсь, потому что вы сейчас сами себе вредите. Я уверена, что если бы вы попробовали, вам удалось. Даже если дело на улице было. Но ни одна добрая девушка, если, конечно, она не глупая и не сердита в ту минуту, не оставит вас без этих 2 слов. Хотя нет. Она, скорее всего, приняла бы вас за сумасшедшую. Благодарю. Вы не представляете, что вы для меня сейчас сделали. А как вы поняли, что я та, ну не хозяйка, как вы там их называете, та, которая достойна? Почему вы решились заговорить со мной? Почему? Но вы были одна. А тот господин, ну, он был слишком смел. Ну, согласитесь сами, что это, ну, обязанность любого мужчины. Нет, еще раньше. Вы хотели подойти к нам. Раньше. Знаете, я сегодня был за городом, вот, и я еще никогда не был так счастлив. А вы, мне, может быть, показалось, вы меня простите, если я напомню, но мне показалось, что вы плакали.
Ну скажите, ну неужели я обидел вас тем, что я почувствовал к вам братское сострадание? Нет, не говорите. Мне пора домой. Прощайте. Так неужели мы с вами больше не увидимся? Ну вы же хотели только 2 слова. Ну разрешите, я скажу последний. Какой вы настойчивый. Ну простите. Я мечтатель. Я промечтаю о вас целую ночь. Нет, извините, целую неделю. Весь год. Я весь год буду о вас мечтать. Я приду сюда завтра, вот именно на это место, и я буду счастлив, вспоминая вчерашнее. Я даже один раз заплакал от воспоминания. Может быть и вы там 10 минут назад, так же, как и я, плакали от воспоминаний? Хорошо. Я приду сюда завтра, ровно в 10 часов. Только мне нужно здесь быть для себя. И не подумайте, что я вам назначаю свидание. Я бы и не согласилась, если бы... Пусть это будет моей тайной. Только вперед уговор. Конечно, говорите. Я на все согласен. Не влюбляйтесь в меня. Дружить с вами я готова. Клянусь. Только не осуждайте меня. Мне просто не с кем посоветоваться. До завтра. Как дожить до завтра? А вы спите покрепче. До завтра. До завтра. Я не мог пойти домой и бродил всю ночь. Я был так счастлив. Сколько я уже здесь стою? Часа 2, что ли? Такое ощущение, что я потерялся. Давно этого не было. Ощущением я потерялся. А на трамвай бы успеть. Здравствуйте. Ну вот, дожили, да? А я ждал вас там уже 2 часа. Вы не представляете, что со мной было. А я об этом всем вчера весь вечер думала. И чем же кончилось? Тем, что мы с вами совершенно не знакомы. Вот чем кончилось. Мы с вами не знакомы. До свидания. Ну подождите. Я поступила как ребенок, как девочка. Ну, вчера я хотела узнать о вас поподробнее, но мне не у кого было спросить. Расскажите сами вашу историю.
историю, но у меня нет истории. Да как нет истории? Да как вы жили без истории? Ну, вот так вот я и жил, ну сам по себе, совершенно один. Ни с кем не общались? Ни с кем. Может быть, у вас есть бабушка, которая вас никуда не пускает? Нет. У меня нет такой бабушки. Ну так почему вы дома сидите? Вы действительно хотите знать, кто я такой? Хочу. В самом прямом смысле слова? В самом прямом смысле слова. Я тип. Тип? Какой тип? Ну, тип это оригинал. Это такой, смешной человек. Мечтатель. Я тоже мечтатель. Иногда сижу рядом с бабушкой, и что только в голову не приходит. Ну, будто я за китайского принца замуж ухожу. Наверное, это иногда и хорошо помечтать. Даже когда есть о чем другом подумать. Простите. Я забыл спросить, как вас зовут? Вовремя вы вспомнили. Настенька. Просто Настенька? Просто Настенька. Что этого мало? Нет. Наоборот. Этого очень даже много. Ну вот, Настенька, послушайте, какая тут выходит смешная история. Есть, Настенька, в Петербурге такие довольно странные уголки. Понимаете, в эти места вот как будто не заглядывает то солнце, которое светит для всех петербургских людей, а какое-то, другое, новое. И освещает все, каким-то, совершенно особенным светом. Так вот, в этих углах, милая Настенька, в них течет как будто совсем другая жизнь. Такая, которая может быть, я даже не знаю, разве что в 30-м царстве. Вот и в этих самых углах и проживают мечтатели. Мечтатель не человек. Знаете, а какое-то существо среднего рода. Есть, Настенька, в моем дне один такой час, который я люблю больше всего. Это тот самый час, когда кончаются почти все дела и обязанности, и все спешат по домам. В этот самый час и наш герой, который тоже не без дела, шагает за почту. Он смотрит на вечернюю зарю, которая медленно гаснет на холодном небе. Нет. Когда я говорю смотрит, я лгу. Он не смотрит. Он созерцает. Вот как-то безотчетно. Как будто усталый или занятый более интересным предметом. Он доволен, потому что он закончил до завтра с досадными для него делами. Он едва замечает дорогу, шагает дальше и даже не видит, что ни один прохожий улыбнулся на него глядя. И что какая-нибудь маленькая девочка громко засмеялась, посмотрев во все глаза на его улыбку и жест руками. Вот попробуйте остановить его, спросить его, а где он теперь стоит? По каким улицам он шел? Он, наверное, ничего бы не ответил. И только солгал бы что-нибудь для спасения приличия. И вот уже чудак вошел к себе в норку, уже сел за обед, отобедал и опомнился только тогда, когда в комнате уже вечерело.
я ехал домой, возвращался на трамвае. Рядом со мной сидела девушка и читала газету. На ней была только одна перчатка. Мой взгляд невольно проследил за ее перчаткой, когда она как-то небрежно поднесла ее к своим волосам. Мне захотелось стать ее перчаткой. Как будто ее рука внутри перчатки стала моей рукой. Она резко встала и ушла, оставив другую перчатку. Ты почему так долго не открываешь? Ну что еще? А я по поводу нашего прошлого разговора о слове. Так вот, я заявляю, что слова бессмысленны. Люди, для чего развили язык, а? Только для достижения каких-то собственных, своих выгодных целей. Ну, там, например, лучшая еда, лучший дом, лучший кофе, лучший секс. Ну, какая-то более интересная жизнь. А не для понимания истинной природы вещей. Я пытаюсь тебе объяснить, что существует неконцептуализированная реальность, то есть мир вещей самих по себе. И мы не можем до него дойти, мы не можем до него достучаться, и поэтому нас всегда отбрасывает назад, внутрь собственной головы. А мы не можем до него найти, мы как будто находимся за стеной, и мы не можем достучаться за эту стену. Понимаешь, что я тебе хочу сказать? Но нам следует задаваться вопросом, не какое слово правильно отображает реальность, а какое именно слово больше всего подходит для той или иной реальности. Ты понимаешь, что я тебе хочу сказать? Я пытаюсь тебе объяснить, что существуют слова, которые изначально сами по себе ничего не значат, понимаешь? Слова — это вообще пустота, это всего лишь слова. Вот мы что-то говорим, а все наши попытки общения, они изначально обречены. Ты что делаешь? Я не могу понять. Ты хочешь спать? Да. Ладно, тогда ответь на мой последний вопрос. Вот что такое подушка? Предмет для сна. То есть подушка — это такой удобный и комфортный предмет для сна, правильно? Да. Но в один замечательный момент этот предмет может стать орудием для убийства! Понимаешь, что я тебе хочу сказать или нет, а? Тебе пора. Ты пропустил экзамен. Осенью сдал. Точно, я совсем забыл. У меня же есть еще одна очень важная встреча. Я, пожалуй, пойду. Пожалуй, пойти. Мой приятель ушел и ко мне больше не заходил. А я лежал на кровати в позе убитого французского революционера Марата и представлял себе следующее. Я представил себе, что они сюда зайдут. Я представил, что они все зайдут. И когда увидят меня, подумают, что я сплю. Но когда коснутся лба моего, поймут, что я умер. Как несчастно. Какая героическая смерть. А она, та единственная, теперь никогда не услышит своего имени с моих уст. Мы никогда не прикоснемся друг к другу. Она даже не узнает, что я когда-либо существовал. Она пройдет мимо торгового центра, где мы должны были встретиться. Никогда не узнает.
всю свою жизнь. Всю жизнь, Настенька. Всю жизнь. И кажется, так и окончу. Но ты же понимаешь, что так нельзя жить. Иначе я всю жизнь проживу рядом с бабушкой. Понимаю, Настя. И теперь я даже гораздо больше понимаю. Я даром потерял все свои лучшие годы. Вот я стою рядом с тобой. Я говорю с тобой. И мне страшно подумать о будущем. Потому что в будущем опять одиночество, опять эта затхлая ненужная жизнь. И вот о чем я буду мечтать, когда я уже наяву был так счастлив. Я благодарен тебе за то, что теперь я могу сказать, что я жил хоть 2 вечера в моей жизни. Только 2 вечера. Мы с тобой не расстанемся. Я тебя очень понимаю, потому что все, что ты мне рассказал сейчас, я сама прожила рядом с бабушкой. Хочешь, я тебе расскажу свою историю, а ты потом мне дашь совет? Хорошо. И если мы теперь, всегда будем так жить, то это будет как-то, очень умно, и каждый друг другу надает, премного умных советов. Какой же тебе дать совет? Сердечный, братский. Такой, как будто ты меня любишь целый век. Хорошо. И даже если бы я любил тебя все 23 года, то не любил бы сильнее. Половину истории ты уже знаешь. Потому что у меня есть бабушка, я к ней переехала, когда была маленькая девочка. Тогда умерли мой отец и мать. Надо думать, что моя бабушка была очень богата, потому что она до сих пор вспоминает о своих лучших днях. Еще у нас есть дом с мезонином, и туда заселился новый жилец. И нам без него жить нельзя. Это весь наш доход. Я потерялся на целый день после неожиданного визита моего приятеля. Можно сказать, погиб под тяжестью собственного гостеприимства. Хотя, в сущности, мой приятель был отличнейшим малый. А что мне тогда нужно было в той настоящей жизни? Мне казалось, люди живут медленно, лениво, вяло. В моей голове воображение рисовало такие бурные картины. Фантазия улетала в космос, во вселенные. О чем я мечтал? Да, я не помню. Конечно же, на первом плане был непременно я. О, как я любил слова. Да. Слова. Вот они. 15 лет работы. Стоп, а это что? Не-не-не, это ранняя лирика. Да-да-да, это не сюда. Вот. Я мечтал о роли поэта. Конечно же, сначала непризнанного, но потом обязательно увенчанного. Конечно, все награды, дипломы, почетные грамоты, ордена, Нобелевская премия по литературе, естественно. Еще не поздно. Вперед туда, вперед. Трамвай, метро, аэропорт. Еще не поздно. Еще успеем.
Вперед, вперед, вперед! Почему ты не он? Теперь я он. Это вы? Я вас узнала. А что вы здесь делаете? Я потерялся. Нет, вы пришли точно по адресу. Это тот самый дом. Проходите. Тот самый дом. Пришла! Настя! Настенька! Ты жива! Слава Богу, нашлась! Что случилось? Где же ты была? Я гуляла. Гуляла? Где может гулять хорошенькая воспитанная девушка целый день? Разве подобает тебе бродить по ночам? Фаина весь город оббежала, мы тебя везде искали. Ничего, я могу еще бежать. Хорошенькая воспитанная девушка должна возвращаться домой вовремя. Жосе, гранд-мама. Жосе. Жосе. Хорошо. Хорошо, что у нас сейчас никто не арендует. А то бы спросили, где Настенька? Где Настя? А мы ж не знаем, что сказать. Все живы, все здоровы. Я спать. Гуляла. Ты посмотри, гуляла. Je suis fatiguée. Настенька, у меня кроме тебя никого нет. Бабушка, ну я просто гуляла по набережной. Мы с тобой никогда не доходили до конца, но стало поздно, и я вернулась. Все же хорошо. Гуляла. Бабушка, а у меня красивые волосы. Что? У меня волосы красивые? Красивые. Точно. Точно. А почему ты спрашиваешь? Нет, Настенька, я за тобой не услежу. Завяжи мне ленточку. Так, давай руку. Вот так. Вот так и будем с тобой сидеть целыми днями, пока ты не повзрослеешь. Варвара Михайловна, Настенька очень хорошая девочка, она никогда вам не перечит.
И она уже в таком возрасте, что может нравиться молодым людям. Ей уже 17 лет. Ей 17 лет, Фаина. Я не хотела вас обидеть. Здесь молодые люди не нашего круга, понимаешь? Ты что хочешь, чтобы она пошла гулять с первым встречным? Но если вы хотите найти ей жениха вашего круга, тогда нужно лететь во Францию, а у вас денег нет. Фаина, ты язык придержи. 17, 18, 19. Первое время вообще никуда не отойти нельзя было. Сиди, учись, и все рядом с бабушкой. Но ты все равно находила, как схитрить. Да, один раз я попросила Фаину, нашу помощницу, посидеть вместо меня. Бабушка уснула, а я пошла к подруге. Но это все равно все плохо кончилось. Ой, бабушка проснулась и спросила Настя. А Фаина услышала и убежала. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. День добрый. Сюда, пожалуйста. Сюда. Вот ваша комната. Благодарю. Прошу. Ну, заселился. Да. Не торговался. Не торговался. Какой он? Он не здешний, приезжий. Он целый год жил в Китае. Только, Настенька, Фаина, он, знаешь, он Какой? молодой. Ну что молодой? Наш прошлый жилец лучше был. Старик, сухой, кривой, слепой. Мало того, что не заплатил, так еще взял и помер. Что ты говоришь? А этот пусть будет молодой, главное, что платил. Фаина, прибери на лестнице, чтобы было все аккуратно, и отнеси чаю. Вы? Так, сходи в булочную, отдай долг. Подожди, Фаина. Купи продуктов. Это тебе. Подожди, Фаина. И чая китайского 2 пачки. Купи, хорошо? Давай, быстро. Настя, иди сюда, прими чай. А как тебе кажется, он молодой или нет? Ну, точно не старый. Молодой. А он приятной наружности? Oui, il a une belle apparence. Вот наказание какое. Я спрашиваю тебя для того, чтобы ты на него не заглядывалась. Да. Какой век? Это же надо такой мелкий жилец и надо же приятной наружности. Не то, что в мое время. Тогда мне ночью приснился сон, что я улетела в Китай. Варвара Михайловна! Настенька, меня нет дома. Здравствуйте, Варвара Михайловна. Здравствуйте. Ну, как вам ваша комната? Понравилась? Да, спасибо. Фаина. Возьми, пожалуйста. Там такой вид чудесный, да? Когда я была маленькая, я любила стоять возле окна
и смотреть на набережную. Этот дом построил мой прадед. Тут родились и жили столько поколений. Раз в месяц играл в квартет. В самом деле. Варвара Михайловна, помните, вы обещали мне поменять обои? Когда это будет? Почти месяц прошел. Простите, пожалуйста. Мы подумали, что вы передумали. Нет, Жаль. не передумал. Так жаль их менять. Ну, Надо поменять. Фаина, ну мы поменяем. По возможности, конечно. Подберем другие обои, да, Фаина? Да. Настенька, принеси мне калькуляцию. Настенька, а что же ты стоишь, Фаина? Молодой человек, Настя. подождите, не спешите. А за вами. Подождите, подождите. Варвара Михайловна, жилец наш передал книги, все новые, хорошие, даже есть французские. Говорит, не хотите ли вы, чтобы Настенька вам читала, чтобы не скучно? Поблагодари его. Фаина, и спроси, нравственные это книги или нет. Если книги безнравственные, то Настеньке их читать нельзя, она дурному научится. А что там написано? Фаина. Ну, бывают такие книги, где описывается, как молодые люди соблазняют благородных девиц и под предлогом взять их замуж увозят из родительского дома, а потом бросают их самым печальным образом. И эти девицы трагически погибают. Так ты, Настенька, такие книги не читаешь. А вдруг тут фокус? Настя, фокус-покус. Смотри, иди сюда. Фаина? В моей молодости в книге любовные записки были. Ой. Вот, давайте посмотрим. Может быть, он положил тоже. Настенька, смотри внимательно. Под переплетом посмотри. Эти разбойники, бывало, под переплет запихивали. Ну что, нет письма? Ой, как жалко. Не то, что в мое время. Фаина, оставь Онегина. Здравствуйте. Здравствуйте. А скажите, вы вот так вот весь день одна сидите? Я люблю сидеть одна.
Книги прочитали? Прочла. И кто больше всего понравился? Пушкин. А скажите, вам не скучно сидеть одной? Нет, не скучно. Настенька, вы добрая девушка, но простите, что я так говорю. Может быть, вам или у вас есть какие-нибудь подруги, с которыми бы вы могли пойти в гости или с которыми бы вы могли погулять где-нибудь? Нет никаких у меня подруг. Была одна, она уехала. Вот, лучше и вам уехать, ведь вы же сидите здесь, света белого не видите, вдали от всего. Мне кажется, я не имею права, у меня бабушка. А может быть, вы хотите со мной поехать в театр? Театр? Да. Нет, не хочу. А что у тебя? Билеты. Откуда? Он вчера приходил наш жилец. Мы с ним долго разговаривали. Он спрашивал, выезжаю ли я, есть ли у меня знакомые. А потом вдруг говорит, я купил ложу в опере. Играют Севильского цирюльника. А я говорю, это тот самый Севильский цирюльник. Он говорит, да, это тот самый Севильский цирюльник. Я говорю, ну конечно, я знаю. Я в молодости в домашнем театре Розину играла. Ой. А он говорит, не хотите ли поехать сегодня? А я говорю, конечно хочу. Я хочу послушать хорошую музыку. Настя, ты в опере никогда не была. Бабушка, будет очень скучно. Настенька, тебе понравится. Мне мстит. Не болтай вздор.
перестал так один-два раза пригласить нас с бабушкой в оперу. Мне кажется, что ему жалко, что я у бабушки в таком загоне. Наступила весна, и он совсем перестал заходить. Он уедет? Да, уедет. Фаина, посмотри там еще. А почему? Почему? Ну, заходил вчера, сказал, что закончил все свои дела и завтра рано уедет. А жаль. Такой приличный жилец, да, Фаина? Пойдем там посмотрим еще. Настенька. Слушай меня, моя милая, моя хорошая Настенька. У меня сейчас нет ничего. Я человек бедный. Я ничего сейчас не могу. Как же мы будем жить, даже если бы я и женился на тебе? Я больше не могу жить у бабушки. Я не хочу, чтобы меня лентой привязывали. Забери меня с собой. Я сейчас ничего не могу, я бедный человек. Понимаешь меня? У меня ничего нет. Как же мы будем жить, даже если я и женюсь на тебе? Мое счастье, но мне сейчас нужно уехать за границу, ровно на год. Потом, когда я вернусь, я клянусь тебе, мы поженимся и будем счастливы.
Я не вспоминал о ней много лет. И вот сейчас, когда я увидел снова этот дом, я вспомнил. Я же тоже любил. Вот что он мне сказал утром уехал. Прошел ровно год. Тогда было условие, когда он вернется, он придет сюда же в 10 часов. Вот уже 3-й день, И что же? и он не появился, ничего. Может быть, он еще не приехал? Он точно здесь, я знаю. Ну как тебе помочь? Скажи, может быть, я могу сходить к нему? Это невозможно. Почему? Ну ты же сделала первый шаг, от чего же теперь? А вот что. Напиши ему письмо. Письмо? Нет. Этого точно делать нельзя. Почему? Почему нельзя? Так я как будто к нему навязываюсь. Нет. Ты имеешь полное право, потому что он тебе обещал. Он тебе что сказал? Что ни на ком не женится, кроме тебя. Тебе же он оставил полную свободу даже сейчас от него отказаться. А как бы ты написал? Как бы я написал? Я бы написал вот. Уважаемый, то-то то. Это так непременно нужно, уважаемый. Обязательно. Уважаемый, то-то то. Впрочем, уважаемый, то-то, то-то. Простите мне мое нетерпение, но я целый год была счастлива надеждой. Виновата ли я, что теперь я не могу вынести дня сомнений? Теперь, когда вы уже приехали, вы, может быть, изменили свои намерения? Я не жалуюсь и не обвиняю вас. Вы благородный человек. Вспомните, что вам пишет бедная девушка, что она одна, что некому посоветовать ей. Простите меня. Что вы не способны даже мысленно обидеть ту, которая вас так любила. И любит. Спасибо тебе. Тебя мне Бог послал. Спасибо. За что? За то, что меня Бог послал. Ну, хотя бы за это. И я благодарен тебе за то, что я буду помнить тебя всю жизнь. Вот мы и пришли. Послушай, днем
письмо же сначала нужно написать. И тогда только послезавтра все это будет. Вот письмо, тут адрес. До завтра. На следующий день утром я отнес ее письмо. Когда возвращался домой, мне почему-то показалось, появилась надежда, что она непременно должна оказаться там, в моей комнате. Я был разочарован. Без нее моя комната наполнилась какой-то чудовищной тоской. Нужно было не мечтать, а любить ее. Мы мечтали жить в маленьком розовом домике. Что же там случилось? Что же произошло? Ты знаешь, почему я так рада сегодня? Почему люблю тебя сегодня? Почему? Потому что ты сдержал слово, ты не влюбился в меня. Ты очень хороший друг. Да, Настя. А когда я буду замуж, мы будем дружить с тобой больше, чем как братья. Будем. А когда я буду замуж, я буду любить тебя почти как его. Ты трусишь. Ты думаешь, что он не придет. Если бы я не была счастлива, я бы заплакала от того, что ты мне сейчас это говоришь. Подожди! Он должен видеть, как мы любим друг друга. Послушай, ты знаешь, что со мной происходило целый день? Что? Во-первых, Настя, когда я исполнял все ваши просьбы, я отдал письмо, я был у ваших добрых людей. Потом я пришел домой, я лег спать И все? Нет, не все. Я проснулся за час до нашей встречи, но я как будто бы совсем не спал. Я не знаю, что со мной было. Я шел, чтобы это все тебе рассказать. Как будто время для меня остановилось. Как будто одно чувство, одно ощущение должно было остаться во мне навечно. Когда я проснулся, мне казалось, что какой-то музыкальный мотив, давно знакомый, теперь вот вдруг мне вспомнился. Я вообще ничего не понимаю. Мне просто хотелось как-нибудь передать тебе это чувство. А знаешь что? А мне даже обидно, что ты не влюбился в меня. Господин непреклонность. Вы не можете меня не похвалить за то, что перед вами такая искренняя и говорю все, что у меня на душе. Слушай, уже 11, а его нет. Да, 11. Ну подожди. Ну это все в конце концов смешно. Ну, конечно, не мог он прийти. Ну, понимаешь, ты меня совсем запутала. Ты понимаешь, ну, допустим, ему нельзя прийти, допустим, он будет отвечать, ну, так письмо придет не раньше, чем завтра, понимаешь?
Ну, могут быть, ну, в конце-то концов, ну, 1000 вариантов. Понимаешь, могло случиться все, что угодно. Конечно, могло случиться все, что угодно. Завтра ты пойдешь туда же. Если получишь от него какой-нибудь ответ, дай мне знать. Я думаю о тебе. Я вас сравнивала. Зачем он не ты? Зачем он не такой, как ты? Он хуже тебя. Люблю я его больше, чем тебя. Я его не совсем понимаю. Но я такое ощущение, как будто всегда боялась его. Всегда такой серьезный. Я знаю, что в его сердце больше нежности, чем в моем. Я помню, как он смотрел на меня, когда я пришла к нему с вещами. Я его все равно слишком уважаю. Это как будто мы разные, да? Нет, Настя. Это значит, что ты его больше всего на свете любишь. И гораздо больше, чем себя. Почему люди не ведут себя как братья? Почему один хороший человек как будто что-то скрывает от другого хорошего человека? Почему прямо сейчас не сказать все, что у тебя на сердце? А человек ведет так себя, как будто ему все равно. Хоть это может быть и не так на самом деле. Ты правду говоришь. Но это происходит от разных причин. Ну вот ты не такой, как другие. Я чувствую, что ты для меня чем-то жертвуешь. Вот все, что ты мне рассказывал про своего мечтателя, это все неправда. Ты другой человек. И если ты полюбишь, то дай Бог счастья тебе с другой. Я ей ничего не желаю, потому что она будет счастлива с тобой. Он не придет. Уже поздно. Он придет завтра. Да. Наверное, придет завтра. А мы теперь навсегда вместе. Правда? Настенька! Он ответил! Он ответил! Нет. Разве он еще не приходил? Ну и бог с ним, если он меня оставляет! Подожди. Не утешай меня, не
слова, ни строчки. Хоть бы ответил, что я ему не нужна. Это как-то странно. Может быть, он письма не получал. Может быть, он до сих пор ничего не знает. Может быть, ему кто-нибудь наговорил обо мне. Что ты думаешь? Слушай, Настя, завтра я пойду к ним. Ты напишешь еще. Я заставлю его уважать твой поступок. Нет, больше ни слова. Я его позабуду. Вот ты бы бросил ту, которая сама к тебе пришла. Ты бы представил, что она не могла совладать с собой, потому что любит тебя. Ну что с тобой? Это невозможно. Но я тебя люблю. Теперь все сразу. Послушай, зачем это ты так вдруг? Я виноват. Но нет же. Я был твоим другом. Ну вот я и сейчас твой друг, но ничего же не изменилось. Ты меня больше не увидишь. Я уйду. Я только хочу сказать, что я бы не стал тебя беспокоить своим эгоизмом. Но когда ты здесь плакала от того, что отвергают твои чувства, от того, что тебя оттолкнули, я чувствовал, что в моем сердце столько любви. И мне стало горько, что я не могу тебе помочь этой любовью. Вот и все. Я теперь живу один. Ты, конечно, знаешь, что у меня пока почти что ничего нет. Разумеется, знаю. Мы будем жить у моей бабушки. Конечно. Мы что-нибудь придумаем. Только ты приезжай завтра к нам, хорошо? Завтра же. Только я у себя немножко должен за квартиру. Но это ничего. У меня скоро будут деньги. Я буду давать уроки французского. Ну вот и прекрасно. Уже пора домой. Поздно. Ты проводишь меня? Конечно. Только я уже домой не пойду. Я не засну. И я не засну. Но нужно же когда-нибудь вернуться домой. Хорошо. Честное слово проводишь? Честное слово провожу. Настя, подожди. А, посмотри, какое замечательное небо. Какое оно голубое. А посмотри, какая прекрасная луна. Видишь? А вот это желтое облако, оно уже почти застилает ее. Завтра будет замечательный день. Смотри, смотри. Настенька! Это он.
побежала к нему навстречу. Я стоял и смотрел на них, как убитый, но она едва протянула ему руку, едва бросилась в его объятия, как снова вернулась ко мне, оказалась вход для меня, как молния, как ветер. Я даже опомниться не успел. Обхватила мою шею обеими руками и крепко, нежно поцеловала. И, не говоря ни слова, снова бросилась к нему, взяла его за руки и повлекла за собою. Я стоял, смотрел на них долго. Наконец они скрылись с глаз моих. Добрый день. День добрый. Не курю. Простите, можно вопрос? Вы в этом доме живете? Я? Да. Нет, я присматриваю. Пока идет ремонт, владельцы за границу поехали, вот, я смотрю. Дом продается, а вы не интересуетесь? Интересуюсь. Так пройдемте. Можно? Да, пройдемте, я... Смотрите, вы не обращайте внимания, у нас тут немножко не убрано. Ремонт идет, дом очень хороший, с историей. Вот. Вы оглядываетесь, не стесняетесь. Скажите, а может быть, в этом доме жила девушка Настенька с бабушкой? Я, честно говоря, много где работала, всех уже я не вспомню. Я пойду вам дальше, да, показывать. Вы здесь смотрите, а потом ко мне заходите. Теперь мы будем жить вместе с бабушкой. Конечно, мы что-нибудь придумаем. Завтра же к нам приезжай. Конечно. Только я уж, конечно, немного должен за квартиру, но это ничего, у меня скоро будут деньги. Ничего, я буду давать уроки французского. Ну вот и прекрасно. А давай как-нибудь за мешок. Дикобраза. Нет, давай суши. Ну хорошо. Может быть, корову. Может быть. Да будет ясно небо твое, да будет светлая и безмятежно милая улыбка твоя, да будешь благословенна ты за минуту счастья, которое ты подарила благодарному, одинокому сердцу. Целая минута счастья. Да разве этого мало? Хоть на всю жизнь человеческую. Thank you.